Федерация хоккея Республики Ингушетия не перестает нас удивлять и радовать. С момента своего образования и введения в эксплуатацию сразу 2 ледовых арен наши юные хоккеисты периодически нас радуют своими победами как на выездных соревнованиях, так и на домашней арене. И вот очередная победа добыта на открытом первенстве среди детских команд в городе Невинномысск, где наша команда «Магаз» заняла почетное 3-е место, уступив с минимальным счетом 4-3. В первую очередь отметим, что соревнования между юными спортсменами имели много приятных неожиданностей в интересных встречах. С 15 по 16 февраля в городе Невинномысск проходил открытый турнир по хоккею, приуроченный ко Дню защитника Отечества. На льду скрестили клюшки юные хоккеисты 2006-2008 годов рождения и младше. Всего 5 команд из Ставрополя, Невинномысска, Арвамира, станицы Северной, Краснодарский край и Республики Ингушетия. Среди них местная команда «Хаски». Нашу республику на данном турнире представляла команда «Магаз». Игры проводились по правилам Международной федерации хоккея на льду по круговой системе без дополнительного времени и буллитов. За игрой маленьких хоккеистов всегда интересно наблюдать. Их сосредоточенность на игре, старания, неловкие падения, стремление показать себя не только тренеру, но и своим родителям – все это очень увлекает и невольно начинаешь переживать за них и радоваться забитым шайбам вместе с ними. Ведь они еще совсем юные по хоккейным меркам и только начинают совершать свои первые успехи на льду. По итогам первой игры подопечные Александра Плотникова обыграли команду «Альбатрос» из Арвамира со счетом 4-3. Затем уступили команде «Тайфун» из Ставрополя со счетом 10-5. После первого проигрыша наши игроки воспряли духом и сумели обыграть команду «Виктория» со счетом 5-2. Это был мой второй выезд. Мы играли с командой «Тайфун». Я забил гол с ближней дистанции. Партнер по команде дал пас, я забил в правый угол. Мы играли в финале с командой «Хаски». Мы выигрывали 3-1. В конце нам забили 3 гола, и мы проиграли 4-3. Никто не виноват, ни судьи, ни тренеры. Это наша ошибка. Теперь мы работаем с нашими ошибками и хотим играть лучше. В завершающей игре турнира состоялся поединок против местной команды по лихо закрученному сценарию. Забросив в ворота соперника 3 безответные шайбы, наши хоккеисты расслабились на успешной серии, за что и были наказаны соперником. Хозяева льда вырвали победу со счетом 4-3. Решающий гол был заброшен конкурентами из команды «Хаски» на последней минуте до истечения основного времени игры. Нашим хоккеистам не хватало всего 1 балла. Итог турнира – команда «Магаз» заняла 3-е место. Также определились лучшие игроки турнира в таких индивидуальных номинациях, как полезный игрок, лучший защитник, лучший ассистент, лучший нападающий, одной из которых удостоился игрок команды «Магаз» Ансар Мальсагов, лучший защитник. Этот юный игрок надежно и жестко обороняется, играет с полной самоотдачей, способен решить те проблемы в обороне, которые есть у «Магаза» в нынешнем сезоне. Если вы считаете, что все лучшие молодые игроки априори выступают в топовых хоккейных школах, то глубоко заблуждаетесь. Невероятно талантливые игроки зачастую ускользают от вида селекционеров, выступая за небольшие дюссы США и играют в таких соревнованиях, куда скауты просто не доезжают. Это был сложный турнир, и мы сделали все, что могли. Меня признали лучшим защитником, но если бы я был еще лучше, то мы бы не проиграли. Это 3-е место, наша дополнительная мотивация, чтобы побеждать дальше. Следующий турнир через 2 месяца, и у нас есть время, чтобы подготовиться к нему. Спасибо нашему тренеру. Нам приятно с ним работать и играть.
негосударственных командах родителям приходится платить за лед и амуницию все время. Но система подготовки в таких школах ничуть не хуже, чем, к примеру, в детских хоккейных школах, имеющих господдержку. Самые большие затраты у родителей уходят на транспортные расходы, плюс затраты на амуницию и спортивное питание во время подготовки к предстоящим соревнованиям между юношескими командами. Из семейного бюджета на ребенка в месяц может уходить до 10 тысяч рублей. Несмотря на то, что сейчас наша хоккейная история в самом начале пути, но уже наши юные рыцари льда принесли республике не один кубок и вновь завоевали призовое место на открытом турнире по хоккею, приуроченного ко Дню защитника Отечества на арене Дворца зимних видов спорта Невиномысска. Ледовый турнир среди детских команд проводился с целью приобретения игровой практики при высоком уровне конкуренции, популяризации хоккея среди молодежи и обмена опытом работы тренеров-преподавателей. Магасовцы во второй раз за этот сезон продемонстрировали свои волевые качества. Среди 5 хоккейных команд, одержав 3 волевые победы, улучшили свое турнирное положение. С 17 набранными очками наша юношеская команда попала в число лучших команд молодежного турнира, состоявшегося в Невиномысске. У нас там был такой соперник «Тайфун». Мы ему в Ставрополе раньше проиграли со счетом 9-3. Потом в Невиномысске мы хотели его победить, но опять не получилось, конечно, в закрытом счете. Но все равно, если у нас будет следующий турнир дома или в Ингушетии, или где-нибудь там еще, мы хотим его обязательно выиграть, потому что я считаю, что это позором проиграть второй раз «Тайфун». Я принимал участие во всех матчах и забил 4 гола. Наш последний матч был с Хаски, это с хозяевами этого турнира. Мы с ними играли, мы первый гол, конечно, мы им забили. Потом опять мы им забили. Потом третий мы еще забили гол. И 3-1, потом 3-2, потом 3-3 у нас был счет. И на последних минутах мы пропустили очень обидную шайбу. Потому что нам хозяева забили коньком. Коньком нам забили. И мы судье хотели подъехать, сказать, что это гол бы не зачитан, но он нас не послушал. Где-то я даже чувствовал свою вину, где я мог даже забить больше голов. Но, конечно, не получалось. Но я хочу сказать большое спасибо своему тренеру Александру Игоревичу за то, что меня тренировал. В следующий раз будет лучше, обязательно будем лучше играть. И я буду мотивировать свою команду в каждом матче. Вот я считаю, что это моя будет вина, что я не мотивировал свою команду к победе. Немаловажно будет упомянуть и так называемых хоккейных мам и пап, которые уже к концу первого сезона отличают сброс от проброса, на глазок определяют загиб крюка у нападающего и подбирают среди детей возможных партнеров по звену своему сыну. Такие родители начинают уже в этом возрасте требовать от ребенка результат, искренне веря в то, что именно их чадо через пару десятков лет побьет рекорды Уэйна Грецки. К сожалению, это ведет к психологическому давлению на детей. Первые годы в хоккее важно сформировать у ребенка любовь к игре и желанию постигать что-то новое. Если малыш старается и получает удовольствие, то он будет уверенно идти к своей цели. Выбор позиции, как правило, определяется габаритами и умениями игрока. Если малыш крупный и хорош в отборе, быть ему защитником. Если обладает скоростью и обводкой, крайним нападающим. Умение защищаться, нападать и видение поля присуще будущим центрфорвардам. В ворота ребята идут, как правило, по своему выбору или по настоянию родителей, которые сами в детстве орудовали ловушкой и блином. Как правило, деление на позиции происходит в 6-7-летнем возрасте, но сменить амплуа за свою карьеру можно несколько раз. И самое главное, если вам и вашему ребенку повезло и вы сумели найти своего тренера и свою школу, то, возможно, именно ваш ребенок рванет к высотам хоккея, покоряя сердца болельщиков на матчах КХЛ, Олимпиады или чемпионатов мира. Первый раз я плохо катался, а потом уже потихонечку начал хорошо кататься. И вот так я попал на хоккей и очень хорошо катаюсь. Я не был на выездных соревнованиях, но был в местных соревнованиях дома. Последние соревнования были в
в конце года. И в итоге я забил 2 гола, и наша команда победила. Кроме хоккея я хожу на борьбу, музыку, и как все в школу, а на первом месте у меня стоит хоккей, потому что я его больше люблю, чем борьба, музыка, школа. Моя самая заметная мечта – стать чемпионом по хоккею. Хоккей – замечательный вид спорта, не только как зрелище, но и игра, в которой так или иначе сам принимаешь участие. В чем-то это образ жизни, некое товарищество и отдушина в рутине повседневности. Итак, чтобы сделать из ребенка хоккеиста, вам придется запастись терпением. Конечно же, не забываем про желание ребенка. Это долгий процесс, но он 100% даст результат. Здесь нужно учить игроков и правильно отбирать детей. Талантливые должны попадать наверх. Следующие матчи юных мастеров льда команды МАГАС и РЗИ состоятся уже в ближайшее время. Приходите и болейте за наших будущих чемпионов.